Итак, этапы планирования и формирования тура. Вот давайте мы сейчас посмотрим эти этапы конкретно. На этом слайде мы остановимся, и по каждому этапу я буду говорить поподробнее. Итак, давайте по этапам планирования и формирования тура разберемся с первыми двумя пунктами: разработка, формирование замысла тура, поиск и подбор партнеров и поставщиков. Остальные этапы мы более-менее с вами хотя бы конспективно прошли. Ну и в конце краткое описание тоже. Мы научимся с вами писать, как нужно описывать правильно наш турмаршрут. Итак, разработка и формирование замысла тура. Каким образом мы должны прогенерить эту идею тура? Во-первых, нужно понимать, на какую целевую аудиторию мы будем работать. То есть нужно понимать, кто будет клиентом. Исходя из потребностей клиента, из этих вот маркетинговых наших с вами исследований, мы формируем идею, которая была бы интересна этой целевой аудитории. И на этого определенного потребителя начинаем формировать различные идеи. Выбираем сезон, выбираем направление, выбираем примерное наполнение основного комплекса услуг. Вот. И это может формироваться у нас в нескольких формах. Первая форма – это форма мозгового штурма. То есть все идеи, какие вам идут в голову, мы фиксируем на бумаге. Ну вот все, и даже вплоть до бредовых идей. Все, что идет из головы, мы все фиксируем, допустим, 2-3 минуты. Потом из этих всех идей выбираем самые такие интересные с точки зрения нашего целевого потребителя. Вот. И дальше начинаем ее разработку. Второй метод для того, чтобы сформировать замысел тура, это метод наблюдения. То есть мы смотрим, там руководители или специалисты в сфере туризма смотрят, знакомятся с деятельностью родственных компаний иных регионов или местного региона, могут применять частично или полностью идею их туров и адаптируют эту идею к местным условиям и потребностям нашего целевого потребителя. Это вот второй метод. То есть мы берем уже готовый турпродукт, смотрим, как они делают его, и попросту берем ее полностью, на себя перетягиваем и добавляем свой местный компонент. Третья методика формирования замысла тура – это личный опыт руководителя, то есть или человека, который занимается туроператорской деятельностью. Он уже, как мы говорим, чует рынок хорошо, умеет прогнозировать, умеет предугадывать развитие потребительских нужд, и поэтому разрабатывает определенные услуги, которые удовлетворяют эти потребительские нужды. Вот эти 3 методики, которые позволяют нам сформировать замысел тура. По какой методике вы пойдете? Наверное, идея мозгового штурма будет больше всего вам близка, потому что туроператорской деятельностью вы не занимались, а те литературные маршруты, которые вы сейчас будете на местном уровне разрабатывать, второй метод, вам наблюдать не с кого, потому что там просто туроператоров наверняка в Козловском районе нет или там в любом другом районе. Поэтому берите мозговой штурм за основу, и все, какие идеи у вас сыпятся из головы, просто фиксируйте на бумагу, а потом будете проводить такую небольшую корреляцию, какая идея жизнеспособна, какая нет. Итак, это вот первый этап формирования и планирования и формирования туров. Следующий – поиск и подбор партнеров и поставщиков. Кто такие партнеры-поставщики? То есть на вашем маршруте наверняка не только вы будете работать, будут и другие какие-то юрлица работать. Например, услуги питания кто-то должен организовывать, или услуги театра должен кто-то организовывать, или любые другие услуги, какие будут планироваться в вашем маршруте, и это наши партнеры и поставщики. Вот когда мы выбираем партнеров и поставщиков, есть определенные принципы, на что мы смотрим. Не на сиюминутный, вот сейчас мы этот маршрут проведем и все, и про него забудем. Мы смотрим на долгосрочное сотрудничество. То есть это не просто партнер, это партнер, который обеспечит вам долгосрочное сотрудничество, а следовательно и жизнеспособность долгосрочную жизнеспособность вашего маршрута. Следующее, конечно же, сотрудничество должно быть взаимовыгодным для обеих сторон. И иметь перспективы развития, потому что если партнер просто так бесплатно на вас работает, он, конечно, долго не выдержит на уровне дружеских связей. В ценовой политике надо предусматривать и вот эти вот партнерские отчисления. Следующий: партнер должен располагать определенным опытом.
Не просто так, вот я могу. Хорошо, что ты можешь, но опыт у тебя в этом слове «могу» есть или нет? Если опыт есть, то тогда это гарантированное качество услуг. А если опыта нет, то это, вот знаете, это еще и неизвестно, чем обернется вам этот ваш партнер. Поэтому всегда смотрим на опыт. Какой был опыт? Опыт, как говорится, это железобетонная вещь. Если опыт есть, значит, он правильно будет организовывать свою услугу, и все ваши экскурсанты будут довольны. И еще один момент, на который следует обращать внимание при отборе поставщиков: услуги, которые оказывают нам партнеры, должны полностью соответствовать нашим критериям качества. То есть у нас есть определенные критерии оценки качества на нашем турмаршруте, и вот этим критериям, во-первых, он должен быть ознакомлен, да, с этими критериями оценки качества и соответствовать этим критериям. Какие могут быть критерии оценки качества на нашем маршруте? Ну, во-первых, наш продукт, турпродукт, должен быть обоснованным. Все предоставляемые нами услуги должны быть обоснованы с точки зрения единой цели поездки, единой цели маршрута. Второй критерий – это эффективность. Заключается в том, чтобы потребитель максимально остался удовлетворенным услугами турфирмы при минимальных расходах со своей стороны. Третье – это надежность. Фирма должна гарантировать достоверность всей информации, предоставляемой потребителю относительно того продукта, который рекламирует. Следующий критерий оценки качества – это целостность. Наш турпродукт в своей совокупности должен полностью удовлетворять потребность туриста. Пятое – это гибкость. Турпродукт должен быть разработан с учетом желаний разных типов потребителей. Что значит гибкость? Вот, допустим, у нас есть такой турмаршрут «Волшебная поляна древних Чувашей» в этнокомплексе Ясно. Если приезжают к нам дети, допустим, начальных классов, то этот же маршрут мы можем им преподнести как маршрут путешествия в чувашские легенды и сказки. Вот видите, маршрут гибкий, быстренько подстраиваемся под систему восприятия нашей целевой аудитории, и наша волшебная поляна, которая изначально была рассчитана на взрослую аудиторию, превратилась в путешествие в чувашские легенды и сказки. А если приезжают дети среднего возраста, допустим, ну вот средние классы, то та же волшебная поляна тут же трансформируется в название этнографический квест, который называется «7 ключей к счастью», по легендам о богатыре Улыпе. Ну и прекрасно, квест, познавательная активность, вообще активность этого возраста, этих детей. И вот форма подачи информации в форме квеста тоже прекрасно ложится на восприятие детей. Та же самая взрослая, взрослая экскурсия «Волшебная поляна» трансформируется на уровень восприятия ребятишек среднего звена. А вот если взрослая аудитория приезжает, то это, конечно же, исконная наша экскурсия, являющаяся уже дважды лауреатом как лучший этнографический маршрут России. Конечно, для взрослых этот маршрут уже идет в том полном объеме, в котором изначально он моделировался. Вот это и есть гибкость маршрута. Итак, это пятый критерий оценки качества. Шестой критерий – это полезность. Наш турпродукт должен служить удовлетворению одной или нескольких потребностей клиента. То есть, если ему интересно жизнетворчество какого-то писателя, это вот раз полезность, два полезность надо продумать. И вот эти вот полезняшки, как мы говорим, маршрут должен быть выгоден нашему экскурсанту с точки зрения его потребностей. И вот этих полезностей, чем больше их будет для него, тем интереснее, тем удовлетвореннее будет наш клиент. Вот это все нужно изначально моделировать. Итак, это был этап разработка и формирования замысла тура. Критерии оценки качества этого этапа мы тоже сейчас с вами рассмотрели, а также поиск и подбор партнеров и поставщиков тоже рассмотрели. Итак, на этих двух этапах после этих двух этапов мы переходим к формированию основного и дополнительного комплекса услуг. Давайте я вам сейчас перечислю с точки зрения тех услуг, которые сейчас действуют в нашей туриндустрии. Основные услуги – это какие услуги? К основным туристским услугам можно отнести проживание, питание, транспортные услуги, программные услуги, различные экскурсии, семинары, отвечающие целям поездки. Основные услуги входят в любой турпродукт обязательно, независимо от его целей и аудитории, на которую он рассчитан. Эти услуги должны регламентироваться обязательно договором на туристское обслуживание и путевкой. Это юридическая форма, которая как раз закрепляет отношения
соглашении турфирмы с потенциальным потребителем. Но для того, чтобы заключать такие договора, конечно же, вам нужно иметь лицензию на туроператорскую деятельность. Вы должны быть официальными турагентами, которые вошли в реестр турагентств России. Это большой объем работы на самом деле. Поэтому я, честно говоря, сомневаюсь, как вам лучше это сделать. Если вы будете себя причислять к сфере туризма, то это будет очень большой объем работы для того, чтобы залицензировать эту деятельность. Я вам рекомендую сейчас просто сформировать маршруты на сегодняшний день. И если у вас нет цели быть туроператорами, пригласить на защиту этих маршрутов туроператоров местных нашего Чувашского края, какие здесь зарегистрированы в реестре туроператоров России. И туроператор возьмет вас под свое крыло. Если маршрут будет интересен, он может взять под свое крыло, под свою разработку и под свой патронаж, как мы говорим, да, этот маршрут и дальше двигать его на вашей территории, на вашем сегменте. Почему? Потому что для того, чтобы маршрут был и безопасным, и вот все те качества, которые я вам говорила до того, да, 11 критериев, которым должен соответствовать турмаршрут, для этого нужна очень большая юридическая база. Во-первых, лицензия. Во-вторых, все гиды-экскурсоводы на маршруте, они должны быть сертифицированы, они должны быть допущены к этому маршруту, они должны пройти специализированное обучение, иметь определенные корочки. То, что он действительно гид-экскурсовод с повышением квалификации или с переподготовкой в этом направлении. Вот. Теперь, если мы дальше идем, то сам маршрут тоже должен быть сертифицированным. Конечно, сейчас действует добровольная сертификация, но если вы работаете с детьми, то желательно пройти эту добровольную сертификацию маршрута. То есть должен эксперт сертифицирующего органа прийти на ваш маршрут, пройти по нему, написать заключение о том, что маршрут сертифицирован с точки зрения всех ГОСТов, которые действуют нынче в туриндустрии. Поэтому это очень большой объем работы. Сейчас это вам, я вот не знаю, насколько это вам нужно, я не могу сказать, но компромиссным решением будет просто подстроиться под систему работы туроператоров действующих, если вы хотите действительно в индустрии туризма развивать литературное вот свое направление. Или второй вариант, вы просто не говорите о том, что вот вы туризмом занимаетесь, да, это будет библиотечная форма работы, одна из форм, так сказать, инновационных форм библиотечной формы работы, которая не будет называться турмаршрутом, хотя будет спланирована по всем канонам этих турмаршрутов, но будет называться как литературное путешествие, да, я не знаю, что это может быть, тропа литературная, как ее можно назвать, это уже точно не туризм, это будет просто как путешествие, прогулка. Вот. Если это в таком формате, то, в принципе, вам туроператор не нужен. Поэтому вам принимать решение, как дальше двигать. Возможно, можно начать со второго. И если маршрут будет пользоваться спросом, я думаю, туроператоры обратят на вас внимание и возьмут ваш маршрут под дальнейшее развитие и подтянут свою целевую аудиторию под ваш маршрут тоже. Вот. Итак, основные мы с вами туруслуги прошли. Для того, чтобы они существовали и юридически грамотно, и с точки зрения ГОСТов грамотно, тоже особенности мы сейчас с вами прошли. Теперь давайте разберем, что такое дополнительные услуги. К дополнительным услугам можно отнести какие? Дополнительные какие-то экскурсии, которые не платные, которые за отдельную плату, как дополнительная возможность погрузиться в тему. Платит отдельно, допустим, зайдя в музей определенный. Так маршрут не предусматривает поход в музей в этот. Ну, такая возможность есть в свободное время, и наш экскурсант может туда заглянуть, дополнительно оплатив эти услуги. В список основных услуг не входит, но дополнительных есть возможность. Теперь, какие еще дополнительные? Физкультурно-оздоровительные услуги, какие-то медицинские услуги могут быть, культурные, игровые, зрелищные мероприятия. Это все доп. Услуги, которые украшают наш маршрут, наши основные. Теперь, дополнительные услуги представляют собой очень важную часть тура, хочу сказать. Эти услуги оказываются за дополнительную плату и в тот момент, когда потребитель захочет ими воспользоваться. Нужно отметить, что такие услуги могут быть предложены потребителю в момент приобретения тура, либо уже в ходе тура, да, они могут возникать. В первом случае стоимость услуг будет включена в стоимость тура. Во втором же, конечно, услуги оплачиваются туристам отдельно. Есть еще одни услуги, которые у нас называются сопутствующие услуги на маршруте. Их тоже нужно иметь в виду. Здесь вот на слайде их нет, но о них я обязательно вам сейчас скажу. Что такое сопутствующие услуги? Это различные
сувенирные подарки, обслуживание какое-то сервисное, резервирование мест, дополнительное какое-то питание, прокат, допустим, на каких-то там, я не знаю, квадроциклах или еще что-то, если есть такая возможность, информационные дополнительные услуги, хранение вещей, развлечения дополнительные, посещение театра, там еще что-то. Но это все сопутствующие услуги, которые не входят в стоимость основной путевки, но в связи с тем, что они есть на нашем маршруте, турист имеет право ими воспользоваться. То есть при формировании конкретного туристского маршрута мы учитываем вот эту технологию туробслуживания, формируем маршрут, вот все вот эти услуги, все три вида, и основные дополнительные сопутствующие. Так вот у нас формируется основной туристский продукт, который называется уже тур. Тур, как еще раз вам напоминаю, это цепочка этого турмаршрута. Мы с вами до третьего пункта дошли, формирование основного и дополнительного комплекса услуг. Экспериментальную проверку мы уже с вами обсудили, корректировку тоже обсудили. Сейчас мы с вами перейдем к краткому описанию маршрута. Что такое краткое описание маршрута? Вот он у нас уже родился, и теперь нужно это правильно описать, чтобы это описание было не трудным, а понятным нашему целевому потребителю. В краткое описание маршрута, что включает краткое описание? Давайте конкретно по пунктам с вами напишем. Во-первых, маршрут путешествия. Во-вторых, туристские услуги в рамках этого маршрута, что они получат, какие ресурсы они получат, какие объекты они увидят, передвигаясь по этому маршруту. Следующее. Ограничения по использованию туристских ресурсов. Мы должны понимать предельную нагрузку. Она может быть антропогенная, техногенная или пропускная способность музеев по ходу движения в маршруте. То есть сколько человек вообще может войти в музей? Не 100 человек, а 30 человек или 20, или вообще только 5 человек. Ну вот эти вот туристские ресурсы, ограничения по их использованию тоже нужно иметь в виду в кратком описании. Дальше. В кратком описании мы что имеем еще? Построение трассы маршрута, то есть пути маршрута, тип маршрута, построение эскизной модели маршрута, привязка маршрута к пунктам жизнеобеспечения, схема безопасности описывается в кратком содержании, состав достопримечательностей и иных объектов показа. Дальше входит перечень походов, турпрогулок, досуговые мероприятия входят тоже в описание в краткое, продолжительность пребывания на маршруте и количество туристов, допустим, группа от стольки до стольки человек, да, или до или от, да, тут уже разные ваши варианты, как вы будете описывать содержание. Ну и транспорт и прочее. То есть это очень коротко мы описывает всю нашу программу, которая, понятна нашему потребителю. Давайте на примере все это посмотрим. Например, маршрут Москва, Санкт-Петербург, Москва. Да? Туристский маршрут описываем. Отправление из Москвы и обратно поездом. В Санкт-Петербурге размещение в гостинице «Астория» на 3 суток. Экскурсия обзорная по городу в Петергоф, Петропавловская крепость. Питание трехразовое в кафе, при гостинице и по маршруту. Продолжительность туристского маршрута 3 дня. Вот вам описание турмаршрута. Теперь из этого турмаршрута делаем тур. Как он будет уже читаться в кратком описании? Отправление из Москвы 1 мая, например, поездом в 23:00. Прибытие в Петербург 2 мая в 11:00. Первый день, что мы делаем? Размещение в гостинице «Астория», обед в ресторане гостиницы, обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу, ужин в гостинице. Второй день. Завтрак в гостинице, экскурсия в Петергоф с посещением Петродворца и парка на весь день. Обед в кафе Петергофа, ужин в гостинице. Третий день. Завтрак в гостинице, экскурсии в Петропавловскую крепость, обед в гостинице, свободное время. Отправление из Санкт-Петербурга поездом в 20:00. Ну вот, видите, тур уже описывается более конкретно. И то здесь вот еще такие общие фразы. Некоторые туры описывают прям даже хронометраж. Со стольки-то до стольки-то мы там-то, и особенности этого маршрута такие. Со стольки-то до стольки-то там-то, особенности этого маршрута такие. Ну, например, я свой маршрут возьму, вам прочитаю. У нас есть такой маршрут, называется «Две сестры, два этноса». Этнокомплекс Ясно. Мы как туроператоры смоделировали вот этот маршрут. Он вошел в состав Великого Волжского пути. И вот он выглядит так.
9:00 встреча группы на железнодорожном вокзале, город Чебоксары, завтрак в кафе города. 10:00 автобусно-пешеходная экскурсия по исторической части города Чебоксары. В средние века здесь была крепость, жили сувары-булгары, город назывался Веда-Сувар. Большая часть древнего города сегодня на дне залива, но красота Чебоксарского залива дала городу Чебоксары статус жемчужины Поволжья или Волжской Венеции. И эта красота подчеркивается фонтанами, прогулочными мостами через залив и так далее. То есть идет описание таких вот вкусностей, да, предстоящих вкусностей, золотые купола, старинные церкви. То есть, когда читает этот маршрут, потенциальный потребитель, он уже мысленно идет по этому маршруту. Вот именно так нужно и описывать в кратком описании. Дальше. В 12:00 выезд в этнокомплекс Ясно. 28 километров. Указываем, да, километраж, сколько мы едем. Экскурсия на автобусе. Уникальные особенности Чувашского края. Краткий исторический обзор от древности до современности. История Болгара-Чувашии и Жеки. История священной Шоркинской Дубравы. 13:00 фольклорная встреча гостей в этнокомплексе Ясно. Дегустация национального обрядового напитка щербет. 13:15 обед, национальная кухня. 14:00 этнографическая экскурсия, волшебная поляна древних чувашей, древние чувашские бойги герои в деревянных скульптурах этнопарка, особенности чувашского национального костюма, деревья в понимании предков, ну и так далее. Вот видите, мы на каждом хронологическом промежутке прописываем в своем кратком содержании уникальные, эксклюзивные изюминки этого маршрута для того, чтобы наш потенциальный потребитель уже мысленно как бы прошелся по этому маршруту и в конце уже захотел принять участие в этом маршруте. Вот это и есть краткое описание нашего маршрута. Оно должно быть таким креативным, интересным, образным очень, для того, чтобы туристу было легче выбрать тот или иной маршрут. Итак, мы с вами сформировали этапы планирования и формирования тура, прошлись по ним. Давайте сейчас мы с вами ко второй теме нашей перейдем, которая звучит так: особенности создания турпродуктов. Вот когда мы турпродукт создаем, есть определенные требования, там, особенности клиентского содержания. Ну, давайте сделаем небольшой вывод. Что такое турпроект, турпродукт, как результат, каким он должен быть. Первое, каким он должен быть, он должен представлять собой компромисс между потребностями туристов и возможностями самого туроператора. То есть, это такое компромиссное решение, и туристу вроде комфортно, и туроператору тоже выгодно. Вот это первое требование. Второе. Турпродукт должен быть ориентированным на конкретный сегмент туррынка. То есть любой турпроект должен быть востребован, правильно? Если он не востребован, вообще люди не пойдут по нему. Поэтому нужно качественно и эффективно удовлетворять потребности клиентов. Ну и, конечно же, понимать, в какой сфере, в каком рынке мы работаем, в какой потенциальной клиентуре мы работаем. Но попозже мы клиентов разберем. И третье, каким должен быть турпродукт, он должен иметь обязательно собственную позицию на рынке. То есть он должен обладать определенным уникальным набором конкурентных преимуществ, широко популяризированных на рынке. То есть это не узкоспециализированные какие-то люди должны пойти по этому маршруту, а это уникальность, которая могла бы привлечь много народу. Например, мы турмаршруты формируем в основном с этнографической такой составляющей, самобытность нашей чувашской культуры, уникальность этой культуры. И те, кому интересна эта тема, они, конечно же, идут по нашему этнографическому маршруту. У вас литературный маршрут, так вот он тоже должен быть таким же уникальным, чем-то вот таким эксклюзивным, интересным, и интересным не просто для конкретной какой-то узкой категории людей, а для широкой массы потребителей. И тогда маршрут будет жизнеспособным. И так вот эти три основных момента в результате мы должны иметь. Давайте дальше продвинемся, и мы с вами сейчас разберемся, какие же у нас клиенты могут быть на маршрутах. Итак, при сегментировании клиентов в туриндустрии мы имеем несколько классификаций. Первая классификация такая. Выделяют у нас потребителей в туриндустрии по следующим направлениям. Есть VIP-клиенты, есть клиенты туркласса, а есть клиенты эконом-класса обслуживания. Так вот, если перед вами VIP-клиент, то, конечно же, у него будет VIP-требования. Какие могут быть? Индивидуальное обслуживание, правильно? Индивидуальный тур, конкретный и обаятельный персонал, максимальный набор дополнительных услуг,
полный сервис от места направления до места возвращения, возможности обслуживания и по телефону, и с выездом, постоянно в контакте гида-экскурсовода с ним, конфиденциальность, не надо афишировать, что он путешествует по вашему маршруту, и есть еще требования на более... Он требует набор наиболее престижных и известных отелей, если кто-то будет там находиться еще, ну, то есть придется и услуги проживания, и питания использовать, то это должны быть эксклюзивные, уникальные, особенные, высокого класса услуги. Я думаю, таких вот клиентов будет мало у вас на литературных маршрутах, но если такой индивидуальный человек пришел, какой-то вот представительского класса, то вот эти потребности его надо учитывать. Следующий класс – это клиенты тур-класса. Клиенты туркласса тоже имеют свои потребности, и мы выделяем следующие в туриндустрии, такие как быстрота обслуживания и подтверждение заявленных условий. Как он только захотел пойти по вашему маршруту, нужно быстро-быстро откликнуться на его требования. Дальше. Возможность приобрести как индивидуальные, так и инклюзив туры. Следующее. Желание сэкономить, но не на качестве приобретаемых услуг. Возможно, количество убрать, но качество должно быть достойным. Желание получить качественную консультацию по выбору места и по выбору маршрута, по месту отдыха или конкретного экскурсовода, который будет сопровождать этот маршрут. Главное для таких потребителей даже не внешний вид, не конкурентные преимущества. Главное для них качество конкретной маленькой, но услуги. Возможны с такими клиентами групповые экскурсии или трансферы. Необходим качественный организованный досуг высокого и среднего класса, а также необходим ассортимент хороших отелей, если человек будет использовать услуги проживания на вашем маршруте. Есть еще один сегмент, который называется эконом-класс. Эконом-класс, там все просто. Могут быть желания очень простые, желание купить групповые, инклюзив-туры, желание сэкономить на отдыхе, даже в ущерб дополнительным услугам, возможность поехать без экскурсионного обслуживания, без питания, без полупансиона. Вот, и наиболее выгодное соотношение цены и качества должно быть. Ну, это обычно студенты, молодежь. Вот для них вот чем дешевле, тем лучше. У них просто нет такого объема денег для того, чтобы на VIP-клиента стартовать. Это одна классификация. Следующая классификация подразделяет всех наших туристов по численности. Есть индивидуальные туристы, путешествуют поодиночке или семьями, и чаще всего предпочитают что вот такие туристы? Они предпочитают возможность заказных туров, выбирать любой маршрут и отели, получить максимально доступную и достоверную информацию о предстоящей поездке, приобретать сформированный турпакет уже, не самим, может быть, и сформированный, и оперативное подтверждение заявленных условий туров. Вот это вот требования индивидуальных туристов. В соответствии с этим можно еще и подразделять следующих туристов в групповые клиенты. Групповые клиенты приобретают инклюзив-туры, экономят на отдыхе, требуют гарантий на обещанные даты и обязательно наличие сопровождающего группы. Но это обычно непродолжительные туры. Мы от 10 человек. Вот до 10 это все индивидуальные туры. Теперь маршруты мы можем разделить по возрасту. Вот в зависимости от того, какой возраст клиента, у них и потребности совершенно другие. Итак, давайте мы разберемся с возрастом. Потребности школьных групп, ну, вот те, которые дети учатся в школе, это возраст до 17 лет. Их потребности следующие. Наш маршрут должен удовлетворять этим потребностям. Это максимальная безопасность поездки, наличие сопровождающего от туроператора и педагога на протяжении всего маршрута, дешевизна путешествия, организованная экскурсионная программа и детский досуг на маршруте, там спортивные игры, конкурсы, мероприятия различные дополнительные. Инклюзив-туры заказывают или заказные. Питание по схеме полного пансиона на протяжении всего маршрута. Вот это особенность школьных групп. Если мы работаем с вами с молодежью, а это группа возраст от 17 до 28 лет, это считается молодежь, студенты, их потребности другие. Приобретение групповых и индивидуальных туров – это их основная потребность.
Дальше. Приоритет у них познавательные, спортивные, развлекательные направления. Выбор любых недорогих средств размещения, гостиницы, хостелы, базы отдыха. Возможность приобретения туров без питания и с минимальным набором дополнительных услуг. Время отдыха может не совпадать с турсезоном. То есть они могут не в турсезон выехать, поскольку цены в нетуристический сезон там гораздо демократичнее для наших студентов. Следующий возраст у нас 28-50 лет. Люди зрелого возраста, у них тоже определенные потребности, мы должны их тоже учитывать, если мы работаем с такой категорией граждан. Требования такие, они больше откликаются на организацию групповых или индивидуальных туров. Приоритетными целями для путешествий этого возраста являются отдых плюс лечение, познавательные туры, вот ваши тематические тоже хорошо пойдут. Качественное размещение, комфортабельные номера, для них важно питание, организованный досуг. Время поездок подтверждено сезонным колебанием во время отпусков, допустим, во время отдыха или какие-то сезоны, связанные с отдыхом, и возможность отдыха с детьми. Вот это они ценят. И, наконец, четвертым сегментом, согласно сегментированию по возрастному принципу, являются наши пенсионеры, то есть люди старше 50 лет, можно их уже отнести так, к пенсионному, предпенсионному возрасту. Их туристские потребности следующие. В основном это индивидуальный отдых, и приоритетными направлениями являются отдых и отдых плюс лечение. Они ценят насыщенные программы, предлагающие много свободного времени, потому что уже в таком быстром темпе их идти по маршруту для них уже сложно, поэтому им нужно время для отдыха, время для сна в туре, качественный и недорогой отдых, поездки несезонные очень хорошо ценятся, потому что они дешевле. И вот эти вот все особенности в зависимости от возраста мы тоже учитываем, если моделируем маршрут для той или иной аудитории. Это вот из дополнительных особенностей по созданию турпродукта. Еще какие особенности мы с вами должны сейчас рассмотреть? Все-таки есть еще очень важные такие, жизненные требования, которые мы должны иметь в виду. Конечно же, самым эпицентром нашего маршрута, самым главным показателем качества нашего и уровня, и качества услуг, это, знаете кто? Это высокий уровень профессионализма сотрудников, которые сопровождают туристов на маршруте. Понимаете, экскурсовод – это как театр одного актера. Идет 40 человек. Экскурсовод поет песню заунывную. Разве будут его слушать? Конечно же нет. А если экскурсовод сам вошел в этот маршрут, душой болеет за него, это же чувствуется сразу в каждом слове, правильно? Он вам и стихи прочитает, он вам и эмоционально расскажет, он и какие-то сравнительные будет использовать схемы, таблицы. То есть он будет использовать разные формы работы. По сути, идешь по маршруту, 3 часа концентрированно держать внимание 40 человек – это очень большой труд. И поэтому нужно выбирать очень профессиональных гидов-экскурсоводов, которые любят свой маршрут, знают его досконально и на любой вопрос экскурсанта готовы обоснованно ответить. Именно таких экскурсоводов любят туристы. И вы знаете, критерием оценки качества по итогам такого маршрута экскурсоводы не отпускают туристов. Понимаете, они задают постоянно вопросы, еще один вопрос, еще один вопрос. 3 часа идет экскурсия, а в итоге еще ты на час остался только потому, что экскурсанты настолько погрузились в твою тематику, задают бесконечные вопросы, и ты обоснованно отвечаешь на эти вопросы. Это является критерием оценки качества. Они отпускают, потому что очень интересная тема, все понравилось. И главный флагман на наших литературных маршрутах все-таки это личность человека, который будет сопровождать на этом маршруте. Это нужно иметь в виду. Высокий профессионализм сотрудников, креативность сотрудника – это мерило качества работы. Следующий аспект, который я хотела бы обратить внимание при проектировании турпродукта, все-таки мы отличаемся от других сфер бизнеса. Чем? Тем, что наши взаимоотношения предприятия и клиента не завершаются актом купли-продажи. Мы пошли в магазин, купили хлеб, чек нам дали, завершился акт купли-продажи, правда? У нас мы только заключили договор, мы только начинаем работать. Вроде бы как уже заключили договор, человек проплатил деньги, и мы только начинаем работать. И поэтому тот объем денег, который он вам заплатил,
и та информация, которая ложится на этот объем сумм, они должны быть состыкованными. И лучше, если вы будете перерабатывать. То есть, да, он ожидал одно за этот объем сумм, который он оплатил за этот маршрут, но вы сделали больше. Вы добавили еще вот это, еще добавили как бонусную часть вот это. И когда вы работаете выше того программного продукта, и это тоже ценится нашим клиентам, то маршрут далеко и глубоко закладывается в подсознание туриста. И дальше они, вы знаете, как сарафанное радио идут, как минимум вот по закону науки социологии, один удовлетворенный клиент расскажет как минимум 9 и порекомендует как минимум 9 пойти по этому маршруту другим. И один неудовлетворенный клиент, кстати, тоже расскажет как минимум 5, а то и 15 клиентам, а ты лучше вообще туда не ходи, там просто делать нечего на этом маршруте. Поэтому изначально, когда мы планируем, когда мы формируем маршрут, нужно понимать степень ответственности, осознать эту ответственность и делать маршрут не только маршрут ради маршрута, а для того, чтобы он приносил реальную пользу и клиентам, и вам, и развивал ваши и библиотечные услуги, и туристские услуги, и приносил удовольствие и клиентам, и вам, как сотрудникам, сопровождающим этот маршрут. Вот это очень важно иметь в виду. Ну и, пожалуй, все. Хочу пожелать вам успехов в этом творчестве. Начинайте с простых литературных путешествий, каких-то гостиных. Вот. Если это выльется в какой-то крупномасштабный туристский продукт, я думаю, туроператоры готовы будут вас взять под свое крыло для того, чтобы дальше развиваться вместе с вами. Всего вам доброго. Желаю вам успехов.